Здравствуйте, в эфире выпуск новостей телекомпании «Новый век», в студии Чинчика Шпукол. Коротко о главном. Путевки к морю. У школьников Тувы есть возможность поехать отдыхать в Артек. Что для этого нужно сделать? Поймать удачу за хвост. В последние выходные зимы на Саяно-Шушенском водохранилище состоялся чемпионат республики по подледной рыбалке среди рыбаков-любителей, посвященный Году экологии. Мост «Дружба объединяет». Школьники Тувы рассказали ученикам Ярославской области о празднике Шага. Об этом и не только, более подробно. Для старшеклассников сельских школ Тувы сильнейшие педагоги Кызыла провели интенсивную подготовку к ЕГЭ. Тренировки к единому государственному экзамену прошли в рамках проекта «От профильных предметов к профильному вузу». Занятия проходили на двух площадках – гимназии номер 5 и РЭС-лицея. Пятая гимназия, как вошедшая в топ-500 лучших школ России, принимала школьников, выбравших биолого-химическую специализацию. К сожалению, вместо заявленных 30 11-классников приехало 16 школьников. В республиканском лицее-интернате проводились уроки по обществознанию и истории для 25 учащихся школ и их учителей. Как показал проведенный опрос, сельским ребятам такая интенсивная подготовка понравилась. Они выразили благодарность учителям за ясные и понятные разъяснения при разборе заданий и за подробный анализ заданий, вызывающих наибольшие затруднения. Школьники Тувы смогут получить путевки в Международный детский центр «Артек». Для республики выделено 56 путевок. Однако, чтобы квота поступила в регион, желающие должны сами зарегистрироваться на сайте центра. Об этом сообщили в региональном агентстве по делам семьи и детей. С этого года изменился порядок распределения путевок. Теперь они не поступают через региональное министерство образования, а приходят согласно заявлениям желающих поехать в этот детский центр. Чтобы путевки попали в Туву, на сайте «Артека» должны зарегистрироваться 56 ребят. К другим темам. 5 января прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 2017 год станет годом экологии. Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 25 февраля на Саяно-Шушенском водохранилище в местечке Сиговой состоялся чемпионат республики по подледной рыбалке среди рыбаков-любителей, посвященный Году экологии. На соревнования съехали спортсмены-рыболовы со всех районов Тувы. Все подробности далее. Вместо традиционных дезодорантов и бритвенных принадлежностей – мормышки, балансиры и ледорубы. В местечке Сиговой Саяно-Шушенского водохранилища подледной рыбалкой отметили сразу 3 праздника – День защитника Отечества, Масленицу и Шага. Помериться силами в своем мастерстве здесь собрались более сотни любителей рыболовов со всех районов Тувы. В торжественном открытии соревнований принял участие министр природных ресурсов и экологии республики Динмей Балбанол. Каждый год наши рыбаки сами справляли, проводили в честь дня рождения, в честь кого-то. Но с этого года мы объявляем это соревнование официально ежегодным чемпионатом подледной рыбалки Республики Тува. Организаторами соревнований совместно выступили Минэкологии Тувы и администрация города Шагонара. Разрешите мне пожелать вам, всем рыбакам, хорошего клёва, чтобы победили сильнейшие. Слияние двух рек Ахема и Пихема в один могучий Енисей дало соревнованиям название «Эносайт-2017». Мероприятие проводится не только в целях популяризации подледной ловли и развития рыболовного спорта в Туве, но и для формирования и воспитания экологической культуры. Целью нашего республиканского турнира является, конечно же, прежде всего обращение внимания на положение нашей великой реки Енисея. Турнир так и называется «Енисей-2017». Мы преследовали цель обратить внимание общественности именно на редкие исчезающие виды рыб, таких как сих, хариус, ленок, которые раньше являлись украшением нашей реки. И сегодня их становится все меньше и меньше. После старта спортсмены-рыболовы разошлись по льду водохранилища. Около сотни лунок накрутили ледорубами тувинские рыбаки за время турнира. Правила простые. Каждой команде из 4 человек за 2 часа нужно было добыть из-под льда как можно больше рыбы. Поймать удачу за хвост решились не только мужчины. Наравне с ними боролись и представительницы прекрасного пола, которые объединились в команду «Русалочки». Состязания прошли в несколько этапов, одно из которых теоретический конкурс на знание природоохранного законодательства России. Опытным рыболовам удавалось поймать окуня за короткое время после старта. По мнению участников, подледная ловля – это увлекательный и азартный вид спорта. Нужно не только уметь подбирать снасти, а их более 1000 разновидностей, но и совершать правильные колебания удочкой и иметь чутье на рыбное место. Тут особенностей никакого нет.
Просто правильно держать удочку и крючки вы правильно выбирать. Все. Клюет помаленьку, надо дергать, уметь. Подсекать. Если поставить блесну, пойдет только хищники, а вот белая рыба уже не пойдет. Не, я новичок, только начал. Но новичкам везет или нет? Ну, уже повезло, вот уже 3 штуки поймал. В зачет соревнований принималось как количество выловленной рыбы, так и вес улова. Преимущество доставалось тем, чей улов весил больше, чем улов соперников. По правилам, при равном весе победа доставалась тому, у кого оказалось больше хвостов. Тут разные из номинаций. Это кто больше наловил килограммов, кто меньше всех поймал рыбу, кто легковую машину у вас дальше тянет. Мы сегодня проводим это мероприятие в целях пропаганды, во-первых, здорового образа жизни, во-вторых, охраны природных ресурсов. Как мы все знаем, Тува богата озерами, реками, чтобы каждый гражданин, даже не рыбак, бережно, чтобы относились к природе, не мусорили. И мы эту первозданную природу должны оставить для следующих поколений. В итоге в командной рыбалке все 3 места заняли представители Шагонара. Всем командам-победителям переданы бараны. Переходящий кубок организаторов был вручен чахольцам, которые и будут проводить турнир в следующем году на том же месте. Все участники соревнований по подледному улову остались довольны проведенным выходным днем, потому что это был лишний повод встретиться, пообщаться и отведать вкусной копченой рыбы, приготовленной тут же. Чинчика Шпукол, Лев Маркарян, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». А сейчас небольшой блок рекламы, не переключайтесь. Новая весенняя коллекция от Оджи уже готова порадовать вас разнообразием стилей и ярких красок. Примерь свой новый лук в Оджи. Внимание, теперь и мужская линия. Оджи. Ходим ножками, щупаем ручками и удивляемся глазками. Подарки для ваших любимых в РБТ.ру. Такузская стиральная машина Занусси по интернет-цене 11 990 рублей. РБТ.ру. Подарки должны радовать. 1 марта ставка по кредиту 9,9%. Дарите счастье любимым вместе с Банком Восточный. Вы смотрите новости на канале «Новый век». Мы продолжаем выпуск. Сейчас о новостях экономики. С 31 марта появится новая лицензия, которую предприниматели будут должны получать для розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания, сообщает «Российская газета». Также вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся во владении и пользовании образовательных, медицинских и спортивных учреждений. Кроме того, с 31 марта продавцы любого алкоголя должны начать использовать контрольно-кассовую технику. И это касается всех, в том числе индивидуальных предпринимателей и организаций. 200-рублевые банкноты будут изготавливаться по новой технологии, пишет Российское информационное агентство. Напомню, банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут выпущены Центробанком в обращение в этом году. На 200-рублевке изображен Севастополь, на 2000-й купюре – Дальний Восток. Срок эксплуатации новой купюры номиналом в 200 рублей будет куда более длительным, чем у других российских банкнот. Как пояснил глава Гознака Аркадий Трачук, долговечность связана с новой технологией изготовления купюр. Руководитель Гознака отметил, что средний срок службы банкнот мелких номиналов составляет примерно 1 год, а крупные изнашиваются за несколько лет. Поэтому было решено применить в изготовлении 200-рублевок новую технологию. И о курсах валют доллар и евро вновь подросли. Итак, американская валюта на сегодняшний день стоит 57 рублей 94 копейки, а европейская 61 рубль 26 копеек. К другим темам. Мост дружбы соединил школьников Чахоля и города Рыбинска Ярославской области. Ученики Тувинской школы познакомили своих побратимов с национальным праздником Шаган. Рассказали о традиции встречи Нового года по лунному календарю. Показали, как играют в игру ТВ, как состязаются борцы, как звучит горловое пение. Ребята соревновались в ловкости, остроумии и находчивости. Тувинский Новый год вызвал большой интерес у учащихся Рыбинска. По интернет-проекту «Мост дружбы» обучающиеся 5-11 классов, учителя и родители 36
6 сельских школ Тувы могут постоянно общаться со сверстниками 15 субъектов Российской Федерации. Цель проекта – создание среды живого общения учащихся республики со школьниками других регионов России, формирование коммуникативной грамотности школьников, обмен опытом и методическая поддержка школ. В числе регионов-партнеров Тувы в проекте «Мост дружбы» в том числе Амурская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская области, город Санкт-Петербург, Красноярский край, Республика Татарстан и другие. Далее наша постоянная рубрика «Новости короткой строкой». Оформление и выдача в МФЦ биометрических загранпаспортов откладывается. В городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек их планируется начать выдавать с 1 февраля 2018 года. Свыше 50 тысяч человек с 1 сентября 2018 года. Следует из постановления правительства России. Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию владельца, его данные, а также любые дополнительные сведения о владельце. Уже в ближайшие дни россияне смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам, заявил накануне премьер-министр Армении Карен Карапетян. Об этом сообщает РИА Новости. Такое решение Ереван принял в надежде на рост туристического потока. Отмечается, что никаких отметок на въезде-выезде во внутренние паспорта ставиться не будет, чтобы основной документ не утратил силу. Согласно российскому законодательству, в паспорте запрещено делать какие-либо отметки помимо специально оговоренных случаев. Как сообщают в департаменте городского хозяйства мэрии Кызыла, с приближением весны начинается собачий гон. Животные начинают вести себя более активно, местами даже агрессивно. В это время количество обращений по укусам животными увеличивается. Сигналы о скоплении безнадзорных собак принимаются в единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Кызыла по телефону 23142 круглосуточно. В Туве запускает электронный ресурс «Биржевая площадка». Это система, в которой зарегистрированы производители и поставщики продуктов питания, документально подтвердившие качество производимой или поставляемой продукции. Цена на продукцию уже учитывает стоимость доставки. Заказчик размещает запрос, поставщики предлагают свои цены, выбирается наилучшее предложение. Ресурс разработан Республикой Татарстан. Опубликован рейтинг регионов России по качеству жизни согласно статистическим данным за 2016 год. Лидирующие строчки занимают Москва и Санкт-Петербург. Список построен на основе комплексного учета 72 показателей, фиксирующих фактическое состояние различных аспектов условий жизни в разных социальных сферах. Среди аутсайдеров оказались Еврейская автономная область, Республика Алтай, Калмыкия, Ингушетия, а замыкает список Республика Тува. Ну а далее узнаем о состоянии трассы М-54 на участке Кызыл-Абакан. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки. В Туране погода пасмурная, временами снег. Температура воздуха утром минус 14 градусов, днем минус 3. В Ародане пасмурно, временами снег. Температура воздуха утром минус 13 градусов, днем минус 2. На Полке погода пасмурная, снег. Температура воздуха утром плюс 1 градус, днем плюс 8. В Танзбее пасмурно, дождь. Температура воздуха утром плюс 1 градус, днем плюс 7. По всей трассе проводятся дорожные работы. Проезд удовлетворительный. И о погоде. По прогнозам синоптиков, завтра погода в Кызыле ожидается без осадков. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 19, днем минус 8. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Ожидается малая геомагнитная буря. На этом у меня все. Передаю слово моей коллеге Анастасии Масловой. Далее в эфире программа «Патруль». Напоминаю, выпуск новостей вы также можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». До свидания.